Да, мы собираем урожай в этом году. Город Иваново, который вот это поле видели, вот приятного. Вот это жизнь для человека. Вот это, вот так надо работать для народа, что страна поднимет, народа поднимет. Представляете, как раз, Сколько хлеба. да, один хлеба, который жизнь дает человека. Так нет, а смотрите, все-таки поле вот это, да, засеяно. Удивительно даже. В нашей Ивановской области есть засеянные поля. Есть. Не все так плохо оказывается, как говорят некоторые. Нет, и на той стороне тоже самое засеяно. Что Так удивительно. называемые. И на той стороне тоже Вот засеяно. приятно. Вот люди, значит, здесь вложили труд. Надеются собрать урожай. Накормить людей. Это же хорошо. Да, молодцы. Вот если бы все бы так трудились, то у нас бы было все хорошо. И мы бы жили бы все бы замечательно. И нечего было бы кого-то там обвинять. Ну-ка посмотрим, кто там что нащелкал уже. Ну вот видели, вот это урожай, который в город Иваново, Гавриловский посад района. Вот сажают вот такой пульно пшеничное зерна. Ну это люди работают, они это люди, которые родились в Советский Союз, в СССР. Вот так сейчас вот они... Слушай, а какие колосья хорошие, да? Да. И Покажи вот россиян, поближе. которые сейчас вот они вот себе вот так и сделали. Поближе. Видели? Вот не так, как он сказал, что Россия плохо. У России есть, что можно делать. У них технику современная, знания великое в мире и рука золотая. Но я надеюсь, что за границей не думают, что в России все плохо. Но Россия можно весь мир еще 20 лет кормит. Если будет какой санкция американский хочет против русских, или россиян приводит. Но не думайте, что в России вот собственно свой хлеб есть. Нам не нужно искусственный американский хлеба, который, как называется это? Генно модифицированный. Да, вот его поешь и через неделю 120 килограмм потолстеешь. Есть российский хлеб. Российский, который вот собственно экологический, который все полезно для энергии настоящей, которую мы сажаем. Но эта санкция, которая дает сегодня Россия, это детский напугано, которая детский сад кого-то напугает, что это не делай, так делай. Это для России ничего не действует. Лучше Россия поговорит по-хорошему, по-человеческому. Вот это доброта, все русские, все это знают. Если с Россией поговоришь по другому языкам, ну и жди свой другим языком. И получишь, как ты разговариваешь, хуже, чем получишь. Прошу тебя, Америка, Европа или какой страна, что против России или русских хочет что-то говорить или какой пакс несет, но они терпят. Не забудете, медведь терпит, когда стоит, его не остановишь. Ну и своим братьям-украинцам мы поможем, да? Это Украина, это Россия. Вот, посмотри, пожалуйста. Вот это видишь, это пшеничное. Это зерна, которые люди ходят. Именно это зерна, все русские, белорусские, украинцы, Россия, они один брат, как зерна. Их не разделишь, они хлеб, они всегда соединятся. Это враги, которые туда приехали, которые фашист хочет нападают, она всегда на Россию напали, это фашист. Если истории России мы смотрим, никогда фашист за Россию не было, всегда против. Они против себя работают, не против России, против себя. Поэтому прошу вас, Россия, Украина, Беларусь это одна национальность, один брат, один славянский идея, религия одинакая, они никогда не разделятся. Они будут брать, они будут жить, они будут как вот хлеб все вместе всегда, как зерна чистые. Спасибо.